Доброго времени, уважаемые абитуриенты! Мы рады приветствовать вас в нашем университете. И, конечно, мы вас благодарим, что вы выбираете именно наше направление «Физическая культура и здоровье человека». Хочу вам сказать, что на нашем факультете, в нашем направлении учиться очень комфортно, интересно и перспективно. Приглашаю вас, обязательно поступайте к нам на нашу программу. Хочу сказать, что для того, чтобы, конечно, поступить на нашу программу, вам необходимо сдать экзамен, вступительное испытание, которое обязательно сдается очно и имеет комплексный характер. И вот два компонента – это устный экзамен и реферат. По каждому из этих компонентов ставится максимальный балл 50. Вы должны будете набрать максимальное количество 100, минимальное 50. И поэтому по каждому экзамену устный 50, и реферат тоже вам дается 50 баллов. В добрый путь приходите. Теперь более подробно. Для того, чтобы поступить к нам в магистратуру, вам необходимо явиться за 30 минут до начала испытания и при себе иметь вот эти вот вещи, которые здесь описаны. Естественно, можете взять воду и шоколадку. Сейчас более подробно я вам расскажу процедуру вступительных испытаний. Какое расписание вы можете посмотреть на сайте. Здесь более подробно вам стрелочками указано, где посмотреть это. И, естественно, я вам расскажу. Комплексный экзамен у нас проходит по адресу улица Октябрьской революции 3А, корпус 2, 3 этаж, аудитория 300Б. Это у нас получается 16 августа. Вы приходите в 10 часов уже начало, в 9:30 вы приходите. И мы вас проводим. Если кому-то непонятно или кто-то не понял, не дошел, вы можете позвонить, и мы вас, естественно, проводим к месту проведения экзамена. У вас будет резерв 17 августа, можете и в резервный день подойти и сдать экзамен. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Программа вступительных испытаний вот представлена на слайде. Как попасть, как посмотреть, вот поподробнее ознакомиться. Сейчас я вам хочу раскрыть, по какой схеме проводится комплексный экзамен. Комплексный экзамен, вот устный вы берете билет. В билете у нас 2 вопроса и составлены исходя из вот этих вот 6 разделов, которые представлены здесь. Эти разделы вы можете ознакомиться, прочитав книги, изучив и проанализировав учебную литературу. Это Кузнецов-Холодов, теория методика физической культуры, физического воспитания, Матвеев, это классика, теория методика физического воспитания, Платонов, подготовка высококвалифицированных спортсменов. Этих учебников, книг, достойных книг достаточно, чтобы определиться, овладеть вот этим вот уровнем знаний, который мы вас просим. Вы заходите, берете билет, 20 минут вам на подготовку, подготавливаетесь и уже устно отвечаете всей приемной комиссии на билет, на поставленные вопросы в вашем билете. Вот у нас примерные вопросы к устному экзамену. Это с каждого раздела по одному вопросу. В билете 2 вопроса, сразу еще раз отмечаю. И поподробнее хочу остановиться на рефератах. Вот у нас тематика рефератов представлена. Из этой тематики рефератов какое содержание должно быть. Объемом определить, объемом не более 20-30 страниц. Посмотрите, и реферат должен у нас выстроен по следующей структуре. Обязательно должно быть введение, 1 глава, или там 2 и 2 главы, может быть, и 3 главы, это на ваше усмотрение. Выводы обязательно, список литературы. В введении вы должны обязательно раскрыть актуальность, проблему исследования, значимость для науки и практики, и, естественно, цель и задача исследования, потому что нам необходимо проверить ваш уровень знаний и уровень логического мышления и соответствие ваших целей задачам. Задачи решены у вас или нет, выводы соответствуют ли задачам, то есть посмотреть вашу аналитическую научную способность к научной деятельности.
И, естественно, следующее оформление, это у нас общепринятое, вы все уже выпускники бакалавриата, и поэтому вы с этим сталкивались, на оформлении особо не буду останавливаться, но, естественно, 50 баллов получит именно тот, кто вот оформил в том числе, помимо того, что внутреннее содержание, и оформил правильно в соответствии с представленными требованиями. И критерии оценивания. Оценивание, еще раз повторю, по 50 баллов и оцениваются по 4 критериям. Это структура работы, информационно-методическая база, содержание работы, оценка оформления стиля. То есть вот за что мы будем ставить, какие баллы вам вот здесь вот высказано. При оценивании учитывается в том случае, если процент оригинальности текста имеет менее 50 баллов, оценка снижается на 20 баллов. Сразу же на это обращаю ваше внимание, чтобы вы анализировали и сами выстраивали свою работу. У нас председателем комиссии приемной является Костарев Александр Юрьевич, я являюсь еще раз членом. Вот вам ИФК-БСПУ 2023@mail.ru, вы туда можете отправлять свои рефераты, но в случае того, что если вы не смогли до экзамена отправить свой реферат, после экзамена мы вам подробно расскажем, куда и как отправлять этот реферат. Телефон вот этот вот мой тоже представлен на слайде. Звоните, пожалуйста, интересуйтесь, что вам непонятно, что вам поподробнее объяснить. Хочу вам сказать спасибо за внимание и жду обязательно вас на экзамен, естественно, на учебу в нашем направлении на магистратуре. Благодарю за внимание.